ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وثمرة فؤادنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Дорогие мои братья, продолжая тему, связанную с одеяниями, с одеждой, что человек не имеет права, не должен отпускать длинную одежду, которая ползет по земле ради гордости, мы об этом говорили. Сегодня наша тема о том, что говорил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, о том, об этике, о адабах, когда человек одевает новую одежду. Или новую одежду, или когда утром одевается, при одеянии одежды, что человеку желательно говорить и как надо воздавать хвалу Аллаху азза ва джалля за этот ни'мат. Приводится хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, от Муаз ибн Анаса радийаллаху анху قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه ومن لبث ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: тот человек, который поел еду и после завершения сказал «Альхамду лиллахи аллази ат'амани хаза ва разаканихи мин гайри хаулин минни ва ла кувва», сказал это дуа, то Аллах, говорит, ему простит все его ранее совершенные грехи. Человек покушал, поел, после еды сказал это дуа, Аллах, говорит, все ранее совершенные грехи, говорит, Аллах ему прощает. Что означает это дуа? Мы говорим: хвала Аллаху, которому накормил меня и наделил меня этим уделом, без моей воли и без моего какого-то старания. Аллах сам от себя дал мне этот ризк, и пусть будет хвала Всевышнему Аллаху за этот ни'мат. За то, что мы возблагодарили Аллаха за ни'мат, за еду, которую Аллах нам дал. Аллах, говорит, прощает этому человеку все ранее совершенные им грехи. Когда, говорит, человек одевает новую одежду и затем говорит: «Альхамду лиллахи аллази касани хаза», хвала Аллаху, которому одел меня этой одеждою, и варазаканихи, и даровал мне эту одежду без моей силы, без моего, без моей силы и так далее, без моей мощи. Аллах сам от себя дал мне эту одежду. Тот, кто будет благодарить Аллаха этой благодарностью, Аллах азза ва джалля, говорит, простит ему грехи, которые он ранее совершал, и Аллах его защитит от дальнейшего попадания в большие грехи. Баракатом этого дуа, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Это говорит о том, что человеку следует, когда одевает новую одежду, благодарит Аллаха, после того, как употребил пищу, благодарит Аллаха. Воистину, ни один из нас не может приобрести одежду. Ни один из нас не может найти себе ризки без воли Аллаха, без кадара Аллаха, без ни'мата Аллаха, без милости Аллаха. Человек не может этого найти. Если хоть даже что-то мы находим, это только лишь по милости Аллаха. Поэтому человек должен благодарить Аллаха субханаху ва та'аля. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: لبس عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي،
ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به كان في حنف الله وفي حفظ الله وفي ستر الله حيا وميتا. Посланник Аллаха, этот Умар, сподвижник посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, один день, говорит, когда он одел новую одежду, Умар сказал: хвала Аллаху, который наделил мне эту одежду, которым я закрываю свой аурат, которым я украшаю себя в этой мирской жизни. И затем, сказав эти слова, Умар, радийаллаху анху, сказал: я, говорит, слышал и видел пророка, алейхиссалату вассалам, один день. Он одел на себя новую одежду. Он сказал это дуа. И сказал: тот человек, когда оденет новую одежду и прочитает это дуа, затем ту одежду, которая уже износилась, ее тоже отдаст другому человеку, или имеется в виду то, которое он уже меняет, тот, который уже не будет одевать, снятую одежду отдаст другому, то этот человек, значит, будет находиться под опекой милости Аллаха, под защитой Аллаха, под скрытием Аллаха. Аллах будет скрывать его недостатки при жизни и после смерти. Говорит Умар, радийаллаху анху, от имени посланника Аллаха, саллаллаху алейхи. И еще один хадис приводится хадис от Аишата, радийаллаху анха, قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فعلم أنها من الله إلا كتب الله له شكرها قبل أن يحمده عليها وما أذنب عبد ذنبا فندم عليه إلا كتب الله له مغفرة قبل أن يستغفره وما اشترى عبد ثوبا بدينار أو نصف دينار فلبسه فحمد الله عز وجل إلا لم يبلغ ركبتيه حتى يغفر الله له. رواه ابن أبي الدنيا والحاكم والبيهقي. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, когда Аллах азза ва джалля оказывает человеку какую-то милость, и если человек будет осознавать то, что он получил, что он это получил по милости Аллаха, будет это осознавать в глубине души, Аллах, говорит, запишет ему благодарность до тех пор, пока он не произнес слова благодарности Аллаху. Если ты сердцем будешь осознавать, что это ни'мат от Аллаха, уже, говорит, Аллах записывает тебе, как будто ты благодарил Аллаха. Когда, говорит, человек совершает какой-то грех, и он сожалеет за совершение этого греха, переживает, сожалеет, Аллах, говорит, записывает этому человеку уже прощение от этого греха, еще до того, пока он даже не попросил у Аллаха прощения за этот грех. Пока ты еще даже не успел сказать «Астагфируллах», если за какой-то грех, говорит, ты уже сожалеешь, Аллах, говорит, уже тебе дает прощение за этот грех, за твое переживание и за твое сожаление. И когда, говорит, человек покупает одежду, новую одежду, за 1 динар или же за полдинара, одевает эту одежду на себя, значит, хвалит и восхваляет Всевышнего Аллаха за этот ни'мат, он не одевает на себя одежду, и его новая одежда не успевает дойти до его колен, кроме как Всевышний Аллах прощает ему его грехи. Купил одежду, начинаешь его одевать, и говоришь «Альхамдулиллах» за то, что Аллах мне эту одежду дал. Если Аллах не дал бы, я его не смог бы получить. Сердцем благодаришь Аллаха, не успеваешь, говорит, одежду отпускать на себя, кроме как Аллах уже прощает тебе твой грех. Милость Аллаха огромная. Пусть Аллах нас этой огромной своей милости не лишит нас, грешников, ослушивающихся Аллаха, приступающих к запрету Аллаха. Пусть Аллаху Та'ала окружит нас и охватит нас своим прощением и своей милостью. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи та'ала ва баракатух.